Можно? Спасибо команде за сегодняшнюю игру. Главное за дух, который вернулся назад а показали характер. Жаль, že sme krupnejším šotom nepobedili, потому что не применили шансы. Две моменты, 100% пенальти, где Георг Нуранян сниманый был в штрафном, это просто надо судить обязательно. Але очень большое спасибо команде за настрой, за движение, за сегодняшнюю игру. Только жаль, že сегодня вратарь Степа был на месте а lovil 3 хорошие моменты. Я думаю, že by эта игра могла кончиться aj krupnejším šotom. Znali sme, že saperník príde za Barónu, že minimálne 6-7 игроков bude vyplňať Abaronu a na kontratake, na to sme sa готовили. Еще один раз большое спасибо всем, не только тем 11, который начал сегодня, ale сегодня и скамейка жила на 100% а хотела свернуться до действия чемпионата. То значит, сегодня я очень счастный или радостный не только за результат, але за игру, которая была сегодня. Которая была сегодня. To значит, ничего, потерпите. Глаза смотреть, будем один-один на глаза смотреть. To значит, наконец закончу эти мои слова. Большое спасибо за сегодняшний характер и предведенную игру. Результат у меня на втором месте, але как играем хорошо и результат показывается. Последняя игра в Ганзасаре назначила, že можем и хорошо играть, ale, к сожалению, там мы сделали 3 грубейшие ошибки, где нас соперник штрафовал. С такими ошибками не можем победить или набирать очко. Сегодняшняя игра была главное для желания или того, что команда подвиглась. Очень большое спасибо им за это все. Официально закончился первый круг. Как оцениваете ход чемпионата и вступление вашей команды? Первый вопрос, то значит, Улис выступил очень хорошо до чемпионата, что и было ясно, потому что, наверное, собрал самый больше тех таких опытнейших игроков, а получилось собрать в этом первом туре максимальный счет очков, или же 2 раза ничью сыграли, остальные победили. Это, наверное, все ожидали. Я думаю, что второй тур будет интереснейший, потому что ten респект от Улису уже не будет так большой, а соперники не будут бояться. Тоже Пионик показывает хорошую игру. Пионик уже год вместе, в кстати, пришли хорошие игроки или дополнение иностранцы, которые помогли этой команде. То значит, это в порядке. А Ганзасар, там в каждом году собирается новая или сильная команда. Значит, это первые 3 команды, а плюс Ширак, который в конце собрал 3 иностранцев или темных игроков. Один из них очень хорошо получилось. Остальные, что касается моей команды, я ожидал собрать команду чуть-чуть раньше. К сожалению, для меня было радостно, že Rumian уходил с того, že играл здесь за год хорошей работы его, что он за этот может, že хорошо работал, попал в сборную, а выбрал си Металлург Донецк, ушел в последнюю хвилю. Самый большой проблем был у нас за 3 недели, или že nájsť центральную позицию. To значит, у нас ten первый круг не прошел для этого, что я представляю. Говорю, за эти игры читаю эту последнюю игру такую адекватную, как бы som я представлял, aby команда играла. Может быть, за Raratom 80 минут неплохо мы сыграли, ale в остальных играх было много пассивити. Значит, может быть, это с тем, что пришли новые игроки, пока Пилеев не так сильно играет, как был, например, Гоголадзе или Штепановский, значит, еще пока тоже иностранцы не так тягнут команду, как раньше тягли те, что были до лета здесь. Значит, удоволен, с очками нет, хотел бы еще, конечно, игров так наполовину. Можно 2 играх могу сказать удовольствие, остальных играх примерные игры были, или же слабые. Как считаю, Ширак, то была очень слабая игра в нашей стране. Вы сказали, что ожидали удачного вступления Улиса. Почему? Потому что собрали самих опытных игроков. Мне бы было ясно по первой игре, как мы с ними играли, že Ulis bude silná команда, потому что, смотрите, много людей смеялось о Гогаряне. Гогарян сегодня играет опытом. Смотрите, у него, что он сам говорит, 20 кг лишнего весу, а может забивать голи. Не так некоторые, например, Мурадян или такие, что я tu их базирую за звезд, не может попасть в пустые ворота. Значит, эта команда собрала самых опытных игроков. А видите, сегодняшний чемпионат Армении хватит быть опытный, а можешь играть с детьми, потому что, я считаю, в Пионику, например, дети играют. Или же в Банасе тоже 17 лет и 18 лет, а мы уже рассчитаемся до первой команды. Значит, я за опыту, я думаю, что пока Улис идет, как идет,
А я думаю, что как команды, как Ширак или остальные команды, как Ганзасар, может быть, будут конкурентами, или Пюник, или мы, в втором туре, потому что ten страх, наверное, уходит. Але я думаю, что заслужение пока Улис на первом месте, потому что самая опытнейшая команда. А что, вы как считаете, невозможно с ним конкурировать? Возможно, я говорю, что сейчас был такой респект, потому что пришел большой бум, Улис, 15 иностранцев, опытные игроки, я ожидал и чувствовал и у моей команды первую игру респект. To значит, пока у вас не хватает в команде опытные игроки, так и дети просто опытов только наберут или потеряют этот респект. Значит, я думаю, что это будет лучше, что касается моей команды, я думаю, что как в втором туре будем принимать Улис, что это будет вообще другая игра, чем была первая. И когда в первой игре мы могли забивать так и мы, так как они нам забили. Нет. Нет, шутим. Нет, конечно, по объеме работы Ваг неплохо работает, але видите, у него большие резервы, потому что очень поздно начал футбол играть. По характеру отличный человек. По работе не могу полслова сказать, але пока чувствует футболовые качества. Значит, игрок не может в высшей лиге быть с повороту, с трибуны в поворотах. Это дурацтво, извините за слово. Просто есть у него очень много работы, объем работы хороший, ale пока не хватает качества. Možno, že времени to nabere, ale сегодня по объему работы Вагу не могу ничего сказать. По качеству да, ale по объему работы. Да, аспект. После замени Вальтера Погосяна он резко оживил игру, с помощью дриблинга создавал острые моменты. Почему он не был в составе? Слабо играл до этого времени. Катастрофальная игра Вальтера Погосяна. Катастрофальная игра Ганзасара. Так и ошибки. Не, Ганзасар за это не играл сегодня. На замену вышел, потому что Валтер я считаю за одного из тех талантливых игроков, который может работать, а может получиться дать его на высший уровень. Ale к сожалению, и у Валтера пришел от лета спад. А главное, последнюю игру, что показал, у меня глаза болели. То значит, решили мы этот вопрос для этого, потому что, можно, ему тоже это помогло, что не было на него такое давление, как начало в составе играть, чем вышел на замену сегодня. А в Капане он не играл правого защитника? В Капане мы играли в другом системе, 3-5-2, играл фланговый. Фланговый. И защитник, и полузащитник, да? Спасибо. Все.